пожалуйста, давайте вспомним, какие вы 5 ценностей вы уже знаете. Истина. Любовь. Так, любовь, Покой. ненасилие, терпение, праведное поведение. Правильно. Все назвали, да? А как вы думаете, как, вот, учитывая нашу тему урока, мы разные, но мы вместе, какая бы ценность нам сегодня подошла бы к уроку? Любовь. Пожалуйста. Так, любовь. Ты как думаешь? Правильное поведение. Так, праведное поведение. Саша, ты как? Покой. Ненасилие. Так, ненасилие. Диана считает ненасилие. Пожалуйста, почему ты думаешь, что ненасилие? Ну, исходя из темы сегодняшнего урока, сюда больше подходит насилие, так как, то есть это уважение к другим национальностям, к другим религиям, культурам, к их традициям. Правильно. Тема, ценность нашего сегодняшнего урока – ненасилие. А теперь продолжим урок с нашего традиционного позитивного настроя. Пожалуйста, сядьте удобно. Представьте, что солнечный свет проникает в вашу голову и опускается в середину груди. В середине груди находится бутон цветка. В вашем сердце расцветает прекрасный цветок, свежий и чистый. Представьте, что свет начинает распространяться по всему телу. Он становится, наполняется светом и освещается. Руки будут совершать только добрые, хорошие действия. Свет опускается вниз по ногам. Ноги наполняются светом и освещаются. Ноги будут вести вас только в хорошие места для совершения добрых дел. Они станут инструментами света и любви. Свет поднимается к вашему языку. Теперь язык будет говорить только правду и только хорошие, добрые слова. Направьте свет к ушам. Уши будут слышать только хорошие слова, прекрасные звуки. Свет достигает глаз. Глаза будут смотреть только на хорошее и видеть во всем хорошее. Вся ваша голова наполнена светом. И в вашей голове только добрые, светлые мысли. Свет становится все интенсивнее и ярче и выходит за пределами вашего тела, распространяясь расширяющимися кругами. Направьте свет всем вашим знакомым, родным, учителям, друзьям. Пошлите свет и тем, с кем у вас временное непонимание, конфликты. Пусть свет наполнит их сердца. Пусть этот свет распространится на весь мир, на всех людей, животных, растения, на все живое повсюду. Посылайте свет во все уголки света. Побудьте еще немного в этом состоянии света, любви, покоя. Теперь поместите этот свет, наполненный светом, находится в вашем сердце. Сохраните ее такой прекрасной. Открывать глаза. А теперь я вам хочу предложить видео. И обучение. Сильно выступающим носом, мягкими волосами, светлым. Ребят, что мы из этого ролика видим? То, что не надо делать, то, что людей делят по расам, Да. Хотя, мы все люди. Да. И сейчас, в данном случае стюардесса как себя повела, ребят? Правильно повела, да? Да. Правильно повела. Теперь, ребят, мы видим, что у женщины, которая, пассажирка, да, что у нее проявилось, какое же я только что говорила?
Нетерпимость, да? Нетерпимость. То есть она не захотела сидеть рядом с женщиной негритянкой, да? Вот. И как бы вот, ребят, вы бы поступили в такой ситуации? Разницы нет? Нет, не на месте стюардессы, а на месте это что? Он тоже человек, да? Вне зависимости от цвета глаз, цвета кожи, да? Мы в первую очередь что? Все люди. Так, спасибо. Ребят, значит, позитивная цитата нашего урока. Запишите себе вот, цитату урока. Перепишите. Терпимость – очень трудная добродетель. Терпимость – очень трудная добродетель. Для некоторых труднее героизм. Терпение для некоторых людей терпение это очень тяжелая черта характера. Допустим, кому-то, например, кому-то не нравится шум маленьких детей, но некоторые люди проявляют к этому терпимость, терпение. Правильно. Никита, ты хотел что-то сказать? Ну, это не у каждого терпимость есть. Так, мне кажется, терпимость есть. А что мы вот можем посоветовать по отношению к тем людям, у кого нет этой терпимости? Тренировать надо, ребят, да? То есть можно вот так сказать, да, что не мир подстраивать под себя, а все-таки самому подстраиваться под этот мир, да? Вот это у нас основная мысль. Вот. Что же значит, по-вашему, иметь, значит, быть терпеливым и быть толерантным? Вот это слово толерантность. Можете своими словами. Вы вообще уже слышали это слово? Так, пожалуйста. Уважительное отношение ко всем другим людям. Да, ко всем другим людям, правильно. Это уважать их, не делить по расам, по внешнему виду, по социальному положению. Молодец, правильно. Это уважение ко всему окружающему. То есть, уважение ко всему окружающему, правильно. Тем, ребята, что при разных правительствах, и при революционном, и при Наполеоне, и при короле Людовике XVII оставался неизменно министром иностранных дел. Правительство меняется, естественно, рядом вся его свита, все окружение он меняет, да? Но этот человек умудрился остаться на своем месте. Вот я говорю, три правительства пережил, как бы сказать. Он терпел, терпимость проявлял по отношению к своему окружению, он был предан своему делу, получается. Вот, предан своему делу, да. Еще. Относился к людям. С отзывчивостью относился к людям. Так, еще, пожалуйста. Он же министр иностранных дел, значит, он и с другими соседями государств могут. Да, вот учитывая, что он по роду своей деятельности общался с людьми других государств, да, тоже. И вот давайте, пожалуйста, посмотрим, какой он на самом деле окружающий. Уважительно относиться ко всем, да, вот смотрите. Искать решение проблем способом, который, чтобы не ущемлялись права других людей, интересы других людей. И при этом он умудрялся еще сохранять и собственные принципы, то есть своей стороны, да, ребята? Вот. И стремился к тому, чтобы управлять ситуацией, а не слепо подчиняться обстоятельствам. И вот в честь вот этого человека у нас было, значит, появился этот термин «толерантность». А теперь ходом. Если каждый друг другу будет терпим, то вместе мы сделаем толерантным наш мир. Учимся, да, немного? Делаем музыкальную разминку. Сегодня музыкальную разминку у нас проведет Диана. Пожалуйста, сюда выходим. Ребята, значит, все встаньте со своих мест, чуть-чуть отойдите. Я такой, какой я есть. И я очень счастлив здесь. Я могу быть маленьким, могу быть большим, могу быть толстым и худым. Мне это не страшно. Я такой, какой я есть. И я очень счастлив здесь. Спасибо. Далеко-далеко в космосе есть планета. Совсем такая, с исключением, что у них есть только один глаз. Но это совершенно особый глаз. Они могут видеть в темноте, смотреть бесконечно далеко вдаль или сквозь стены.
Так же, как и на земле. И вот она ничего не имела против того, что у него было 2 глаза. И он вдруг понял, что сам не возражает. Вот. И он стал очень известным. Люди приезжали с всей планеты для того, чтобы послушать его. И вот когда у них родился сын, он что? Он был как все. Все-таки каждый человек это огромный и неповторимый мир, да? Вот. И прежде чем, ну, как бы судить человека, да, нужно его, во-первых, хорошенько что? Разузнать. Понять его. Понять. Мы это увидели, да? При всем том, что он среди одноглазых был единственный двуглазый, но он смог заинтересовать свое окружение, да, вот одноглазых заинтересовать, хотя изначально они его считали как бы... Да, не опустил руки. Мы все разные, но мы вместе. Так, тема урока у нас. Теперь, ребят, для того, чтобы более детально рассмотреть наши, чем люди между собой схожи и чем сходство, а здесь различия. Вот, различия. Вот у нас на столе здесь так называемое наше солнышко. Ваша задача, очередь, выходите, Лена, выходите. Вслух называй, говори, куда запишешь. Учимся в одной группе. Так, учимся в одной группе. Куда ты напишешь? Сходство, пожалуйста, пиши. Так, дальше, пожалуйста. Знание. Так, знания. Да. Различия, правильно, ага. Так, дальше. Пожалуйста. Ага. Так, Миша у нас. Миша, выходит. Пожалуйста. Вот, это наше различие. Так, Женя, выходи сейчас. После этого. Так, все, спасибо. Уважаем взрослых. Уважаем взрослых. Сходство. Можешь свет написать, ничего, Саша, пиши. Уважаем взрослых. Сокращается. Так, кто у нас? Яна, ты была у нас, Яна, да? Марта, была же. Так, Валерия, пожалуйста, вторая Валерия. И последний, кто у нас здесь? Амир. Жупан, идет. Как хвост, да? Жупан, идет, пожалуйста. Цвет волос, это у нас... Всё. Ребят, теперь, пожалуйста, посмотрите на доску, да? Вот. Сейчас, значит, даже вот сейчас мы живем, сидим здесь, да, в кабинете. Мы различаемся чем? Национальностью, цветом глаз, да, одеждой, да, возрастом, вот, да, цветом волос. А сходство у нас, что мы все, в первую очередь, что мы люди. Вы учитесь в одной группе, но мы работаем, вот вы в данном случае учитесь, я работаю в одном колледже. Вот. Живем в одной республике. В данном случае у нас, значит, наш Казахстан для нас это большая родина, да, ребята? Но у каждого из нас есть малая родина. То есть, где человек родился, где провел свое счастливое детство, да, ребята? Вот. Например, пожалуйста, скажите, у кого малая родина где? Назовите, пожалуйста. Аксай, так. Аксай. Бурлин, Шымкент, вот. Бурлин, Успенска. Еще. Еще, пожалуйста, у кого малая родина? Ребят. Приуральный, так. Алишер, у тебя где малая родина?
Успеновка. Говорите, ребят, не стесняйтесь. Где ваша малая родина? Где вы провели свое детство? Где вы родились? Миша, ты где у нас? В Аксае. Вы Уральск. в Уральске. Женя, ты у нас? В Аксае. Ага. Теперь, ребят, значит, сейчас я вам хочу предложить, споем песню «Маленькая страна». Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо озера искрится, там во дворце живет жар птица и людям дарит свет. Маленькая страна, где она, где она? Маленькая страна, страна, там, где душе светло и ясно, там колеснице я совершу полет. Мне час свидания предназначен. Маленькая страна, кто мне подскажет, кто расскажет, где она страна? Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Бьет за окошком, верю в тебя, мое спасение, маленькая страна. Маленькая страна, маленькая страна, маленькая страна, там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Хочу ей раздать буклеты с правилами толерантного общения. Уважай собеседника. Старайся понять то, о чем говорят другие. То есть надо не только слушать человека, но и слышать. Отстаивай свое мнение тактично. Ищи лучшие аргументы. Вот, спасибо. Понравился ли вам наш урок, ребята? Да, конечно. Много ли что вы узнали интересного? Может быть, что-то вспомнили, что-то окунулись в детство? Узнали про расу человека. Так, узнали про расу человека. Ценности. Ценности повторили, да? Да. Так, теперь вам понравилось хоровое пение, ребята? Да, хоровое. Оно что? Хоровое пение нас что? Сплачивает, сближает, да? И мы еще лишний раз можем сделать вывод, что мы хоть и разные, но мы вместе. Так, ну на этом наш урок можно считать закрытым, законченным. И, ребят, пожалуйста, пусть все то, о чем вы сегодня услышали, останется в ваших сердцах. Все, спасибо.